Ага, можно? Бассам Фатхи Ал-Балави, академик Международной академии Европа-Азия и Международная академия культуры и искусств, председатель отделения Императорского православного палестинского общества в Чувашской республике. 30 лет назад я приезжал в этом городе последний раз. Я просто город не узнаю. Настолько прекрасен стал, настолько красивый, расцвел город. Такие красивые люди я вижу. Молодежь такая прекрасная. Все чисто, аккуратно, город ухоженный. Даже я не представлял, что такое может быть. Ведь я приехал сюда, когда распался Советский Союз. Я приводил сюда иностранные делегации, я приводил сюда с Объединенные Арабские Эмираты большой бизнесмен. Мы хотели задействовать тогда была закрытая мебельная фабрика в Алатыре. И он имел 2 фабрики в Эмиратах и 2 фабрики в Италии. И мы хотели задействовать, но тогда просто возможности не позволяли в это время. И, возможно, законные еще нестабильность в стране не дали ему уверенность, что можно здесь это что-то сделать. Но я сегодня очень рад снова побывать в Алатыре. Это действительно русский, прекрасный, замечательный город. Вот отсюда начинается Россия. Да, мне сегодня рассказали, что в будущем году будет 100 лет, как Алатырь присоединился к Чувашии. И такие замечательные люди, такой концерт, такой интернациональный город. Отсюда люди приехали. Так здорово нас встречала директор Центр русской культуры Татьяна Борисовна Ежова. Такой удивительный человек, такой щедрый душой, такой организатор талантливый. Мы гордимся, что она наш друг, что мы коллеги вместе сотрудничаем, наша организация дружит. Уже много лет я ее знаю семье, ее дети, ее внуки. Это удивительный, богатый, щедрый душой человек. Я считаю, что город Алатырь, который по сути больше по площади, чем столица Евросоюза Брюссель. Почти в 1,5 раза. Брюссель 31 километр, а Алатырь 40 с чем-то. И здесь, я считаю, люди более культурные, более цивилизованные, более приземленные, более человечные. Очень люблю я Россию, люблю глубины Россию, потому что вижу в ней истинная душа России. Это красивейшая душа на свете, уникальная, не похожа на нее ни одной душой в мире. Честно скажу, я безмерно люблю Россию, потому что в ней такие замечательные люди. Это богатая страна, не только я имею в виду нефть, ресурсы, это душевно богатая страна, это страна Пушкина, это страна Толстой, это страна Максима Горького, это страна Пушкина, это страна людей, это Лермонтов, это страна великая культура, великая цивилизация. Вообще не представляю культуры без России. Те страны, которые сегодня считают, что исключили русская культура, они просто будут жить в средневековье. Вы смотрите позор во Франции, что они натворили на открытии Олимпиады. Как они издевались над Христосом, как они вообще, это что, ужас какой. Вот это хотят они подменить и нам хотели подарить эту культуру, что ли? Россия это ей не нужно. И как сказал Владимир Владимирович Путин, семья означает в России отец и мать. Нет такого, что отец, родитель 1, родитель 2 и все остальное. Поэтому не им учит Россия, как надо жить. Россия сама приучит всех, как нужно жить и как нужно быть едиными. Хочу пожелать народов России всегда быть едиными. Если мы будем едиными, нас никогда никто на свете сломать не сможет. Никто не сможет победить. Мы, палестинцы, очень любим Россию. Мы союзники России. Наши отношения Россия и Палестина длится более 1000 лет. С момента, когда Россия приняла христианство. И вообще, Россия и мир живет по палестинскому календарю. Вид Иисус Христос, сын Мария, чистокровная палестинка из города Назарет. Фактически он тоже палестинец. И поэтому
календарь, по которому все живут, праздники отмечают. Один город Алатар сегодня отмечается по палестинскому календарю. Поэтому, дорогие алатарцы, с праздником вас, с Днем города, процветайте, покажите пример всему человечеству, всему миру, какие вы единые, какие вы прекрасные, какие вы патриоты, какие вы созидатели и какие вы защитники, любимая наша Россия.